В рамках реализации соглашения между правительствами Абхазии и России по госпрограмме социально-экономического развития на 2022-2025 годы Кабмин принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в области здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания в 2023 году. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности и количества нагрузки и может быть как выше, так и ниже целевого значения. Заработная плата каждого работника зависит, как я уже об этом сказал, от количества, допустим, к примеру, в сфере образования, количества учебной нагрузки, от часов и так далее. У нас есть детализированная расшифровка по каждому получателю этих средств. К примеру, если целевое значение установлено в среднем 23 тысячи, либо 26 тысяч рублей, а с 2023 года предлагается педагогическим 26,8, это не говорит абсолютно о том, что каждый преподаватель, каждый учитель средней школы должен получать 26 800 рублей. Дело в том, что, еще раз повторюсь, все зависит от нагрузки. У нас есть учителя, которые получают и 40 тысяч, и 45 тысяч, и 52 тысячи рублей. Это я говорю, на руки получают они. Но есть, разумеется, учителя, которые получают и 4 тысячи, и 12, и 18 тысяч. В этой связи все зависит от количества нагрузки. По аналогичной схеме будут получать зарплату сотрудники и других госучреждений, попадающих под постановление, подчеркнул Делба. Подобные решения зависят также от количества общей численности сотрудников. В этом направлении, по словам министра финансов, ведется работа. По объективной оптимизации, я именно хочу подчеркнуть слово «объективное». Дело в том, что никакого нет смысла и необходимости фактически сокращать людей, тех, которые работают, но привести их в соответствии с требованиями трудового законодательства, в соответствии с требованиями соглашения, это обязательно нужно. Поэтому я предлагаю в данном случае поддержать проект постановления, который предполагает в 2023 году с учетом того, что это постановление будет распространяться с 1 января текущего года, поддержать его для того, чтобы определить рост заработной платы, индексацию его, и после этого еще раз более предметно, детально окунуться в те сложности и проблемы, о которых я говорю. Это наличие фактического количества работников соответствующему штатному расписанию, а не наоборот, как происходит, и постоянный мониторинг за этим соблюдением требований законодательства. Вы знаете, мы дошли до такого уровня, что законодатель у нас определил, ратифицировал соглашение, в котором указано, что не выше 1,5 штатной единицы на одно лицо может занимать работник. Вот этому надо, естественно, придерживаться. Речь идет о том, что один и тот же гражданин числится в нескольких организациях или занимает несколько штатных единиц в одном учреждении. У нас же есть данные банковские, Владимир Владимирович. Там же видно, какие бюджетники, пофамильно, да, и я в том числе, и все сидящие бюджетники, есть в этом перечне, сколько у нас карт, какие мы активные держатели карт бюджетных. 6 карт, 7 карт. 8 карт, есть рекорды, да, 9 даже. Это означает, что то или иное лицо, при всем уважении, получает 9 бюджетных зарплат. Я правильно выражаюсь, Владимир Валерьевич? Так, да, Владимир Валерьевич? Одновременно работаю в разных районах. В разных районах, да. От Гагры до Гала. Это как можно успеть обеспечить штатное расписание? Наверное, да. Правительство внесло изменения в ведомственные целевые программы Минздрава на 2023 год. Так, объем финансирования программы лечения граждан за пределами и на территории Республики Абхазия увеличен на 30 миллионов рублей и в общем составит 120 миллионов. В текущую дату по программе пролечено 559 человек. Хотел бы отметить, что
данная категория граждан, которые выезжают на лечение в российские клиники Александра Золотинского, это на высокотехнологическое оперативное вмешательство. Сумма оперативных вмешательств составляет от 500 тысяч рублей в среднем. Поэтому там и коронарография, и стентирование, и другие виды оперативных вмешательств, которые не делаются на территории Республики Абхазия, но крайне необходимы нашим пациентам, которые в этом нуждаются, и они выезжают, Минздрав оказывает им содействие. По каждому больному, кто обратился с заявлением сюда, да, выписывается контрольная карточка, где отмечено фамилия, имя, отчество больного, по какому поводу обратился и куда направлен этот документ. Эти контрольные карточки по сегодняшний день не дают покоя Минздраву, Минфину, так, да? Вот. Естественно, уровень контроля и учета надо поднимать выше не потому, что там кому-то предъявить претензии, а для упрощения работы. Проблемой, которая сегодня остается, одна проблема. Бывает так, нередко, когда наши граждане самостоятельно выезжают на лечение за пределы Абхазии, а потом привозят нам счета за проведенные процедуры, операции в том числе. Вот тут у нас возникают частенько проблемы. Да, Владимир Владимирович? Которые мы тоже стараемся преодолевать. Члены правительства приняли решение о списании многолетних насаждений цитрусовых в агрофирме «Гагрипш» и совхозе «Абхазия». 61 год этим насаждением. Но, естественно, они биологически устарели. Другое дело, хотел бы я, прежде чем предложить вам проект, сказать, что, тем не менее, все равно наши цитрусовые насаждения и вообще субтропические культуры, они, хотя и подлежат омолаживанию, списанию через 30-40 лет, но они из-за того, что у нас нет средств проводить эти процедуры, они сегодня и плодоносят. И поэтому хотелось бы обратить внимание, чтобы те предприятия или те местные органы самоуправления, которые предлагают нам эти проекты, мы, хотя их тщательно изучаем, выезжаем вместе с кабинетом министров на эти территории и обнаруживаем, что они действительно запущены и подлежат, конечно, уже ремонту не подлежат, то есть и поэтому их списывают это 70, 80, 100% даже изреженности. Но в основном это приходит из-за того, что в свое время не было ухода за этими участками. На заседании Кабмина обсудили и передачу пансионата «Самшитовая роща» в ведение СГБ. Было соответствующее обращение службы государственной безопасности, учитывая ведомственную принадлежность этого объекта в советский период. А вы знаете, что этот объект именно строился для Комитета госбезопасности СССР. Вот. Было предложение передать им в оперативное управление. Такое предложение СГБ было поддержано руководством, и такое решение было принято. Значит, вместе с тем, в данном решении не говорится о том, что договор аренды расторгнут или должен быть расторгнут. Такого пункта я там не увидел. Мы в соответствии с нашим положением передали этот объект из нашего оперативного управления государственного имущества в оперативное управление службы государственной безопасности. Далее они будут вести этот объект. Все как полагается, опись, сдал, принял, все это имеется. Все в рамках действующего законодательства. Собственник вправе государства определить, кто будет тем или иным уполномоченным органом, и который будет вести оперативное управление над этим объектом. Так же, как и над другими объектами тоже. У нас есть 117-е постановление, где республиканская собственность закреплена за разными ведомствами, начиная от имущества и другие министерства, ведомства, и, значит, муниципальные власти, они также имеют свои собственность в оперативном управлении. В рамках совещания затронули тему имущественного комплекса дома отдыха «Псоу», расположенного в поселке Цандрипш Гагарского района, стоимость которого Кабмин оценил в 500 миллионов рублей. Был конкурс объявлен, к сожалению, заявок не поступило. Значит, мы также сделали объявление, что прием документов прекращен в связи с тем, что срок истек. По закону там 25 дней, мы должны принимать
заявки. Заявок нет. Теперь, значит, есть там другая ситуация. Это мы выполняли решение суда. Понимаете? Решение суда. В соответствии с решением суда мы должны аннулировать договор аренды, который сейчас действует. Сейчас мы переходим к другому вопросу. И дальше, я думаю, что Александр Золотинский, это очень большой объект, 13 гектаров на берегу моря, первая полоса, и объект большой, сложный, мы должны принять управленческое решение. Мы, да, расторгнем этот договор в соответствии с требованием, значит, суда, в соответствии с судебным решением. Дальше, что нам делать с этим объектом? Будем опять на приватизацию или же найдем другую форму его использования. Вот, чтобы иметь... Цена, которую мы здесь объявили, это только начальная цена. Этот объект стоит намного дороже. Такова наша позиция. Нас хотят сейчас принудить посредством неких обращений в суд там, и так далее. В суд можно обратиться. У нас есть гражданский кодекс. Есть, правда, некоторые недостатки в законодательстве об оценочной деятельности. Но, к великому сожалению, практика показывает, что многие оценочные конторы десятки раз занижают реальную стоимость объекта. Кабинет министров принял распоряжение о проекте плана консультаций между МИДами Абхазии и России на 2023-2024 годы. Министерству экономики поручено до 15 июля разработать и представить на утверждение индикативный план социально-экономического развития для последующего составления основных характеристик бюджета следующего года. Органы управления внебюджетными фондами должны будут представить проекты бюджетов до 1 октября. Постановлением правительства имущественный комплекс зданий в городе Сухум по улице Колхозной включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. Также компании «Нерудинвест» дано право пользования участком для добычи высокотермальных подземных вод в селе Бабышира Гулрыбского района. Распоряжением Кабинета министров компания «Бырлаш-2022» предоставлен земельный участок площадью 1 гектар в городе Пицунда для строительства АЗК и объектов торгового назначения. Гугут Савардания, Джамбул Чапелия, Абхазское телевидение.